25 января средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,28 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 11,17 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,2803 до 10,30 сомони, 1 евро от 11,1747 до 11,32 сомони, 1 российский рубль от 0,1480 до 0,1505 сомони. Мировые цены на нефть в четверг утром незначительно колеблются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Рынки продолжают оценивать перспективы спроса и предложения, пока биржа Китая закрыта на каникулах. Цена на нефть марки Brent составила $86.03 за баррель, марки ВТИ $80.28 за баррель. Цена на золото в четверг утром умеренно растет, приближаясь к отметке в $1950 за тройскую унцию. Это следует из биржевых котировок. Правительство Таджикистана планирует модернизировать и провести техническое перевооружение своей добывающей инфраструктуры, а также развивать новые месторождения нефти. Это говорится в отчете Азиатского банка развития по энергетике. В публикации подчеркивается, что внутренние объемы добычи нефти в республике практически ничтожны – около 25 тысяч тонн в 2022 году. Авторы отчета пишут, что в республике действуют 2 нефтеперерабатывающих завода общей мощностью 150 тысяч тонн в год. По данным Статведомства Республики Таджикистан, в 2022 году в Таджикистане произведено всего 510 тонн бензина, 4000 тонн дизельного топлива, 5100 тонн мазута, 3200 тонн битума. Государственный сберегательный банк Таджикистана Монатбанк предоставит льготные кредиты малым и средним предпринимателям аграрного сектора, а также предпринимателям из числа вернувшихся обратно в страну трудовых мигрантов. Как сообщается на сайте банка, льготные кредиты предоставляются в целях повышения уровня благосостояния граждан страны и содействия развитию аграрного сектора. Сумма кредита составляет до 100 тысяч сомони. Валюта – только национальная валюта в сомони. Срок кредита составляет 36 месяцев, а процентная ставка – 10%. Новый кредитный продукт Монатбанка называется Кишоварс. Кредиты выделяются на поддержку земледелия, приобретение семян и минеральных удобрений, водное обеспечение посевов, садоводство, птицеводство, пчеловодство и другие цели. В прошлом году клиенты этого банка могли получить кредиты на льготных условиях от 3 до 500 тысяч сомони как в национальной, так и в иностранной валюте, сроком от 6 до 36 месяцев с годовой ставкой 18% в нацвалюте и 8% в долларах США. Национальный банк Таджикистана предоставил компании Tata Duty Free лицензию для осуществления операций с иностранной валютой. В сообщении регулятора говорится, что срок разрешения на такие операции компании составляет 3 года. В сообщении НБТ нет каких-либо данных об этой компании с организационно-правовой формой общества с ограниченной ответственностью. Также отсутствует информация о ней в открытых источниках. Duty-free – это режим торговли, при котором товары продаются без уплаты акцизов, пошлин и части налогов при условии вывоза покупки за границу. Магазины Duty-free традиционно располагаются в нейтральной зоне в аэропортах, а также наземных пунктах пересечения границы. На узбекско-кыргызском бизнес-форуме в Бишкеке подписано свыше 50 соглашений на общую сумму $1,6 миллиардов. Об этом сообщает УЗА. Бизнес-форум прошел 25 января в преддверии государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан. В его работе приняли участие члены правительства, руководители профильных министерств, ведомств, отраслевых объединений, региональных администраций, а также более 350 представителей деловых кругов 2 стран. На форуме отмечалось, что за последние 5 лет товарооборот между двумя странами вырос в 7 раз до $1,2 миллиардов в 2022 году. Вместе с тем, экономики Узбекистана и Кыргызстана обладают достаточным потенциалом для преодоления в ближайшей перспективе отметки в $2 миллиарда за счет наращивания взаимных поставок цемента, угля, цветных металлов, сельскохозяйственной и текстильной продукции, химических удобрений, бытовой и коммерческой техники, фармацевтических препаратов.
Импорт природного газа из России в Узбекистан планируют начать с 1 марта 2023 года. Об этом сообщает kun.uz, корреспондент которого ознакомился с текстом дорожной карты, подписанной 24 января руководителями Министерства энергетики Узбекистана и российской компании «Газпром». Доступ к документу журналист получил при помощи источников в правительстве, который пояснил, что дорожная карта не будет опубликована по просьбе российской стороны. Трехстраничный документ состоит из 8 пунктов. В них отображены необходимые технические мероприятия, касающиеся поставок природного газа из России в Узбекистан по газопроводу Средняя Азия-Центр, проходящему через территорию Казахстана. В дорожной карте нет ни одного пункта о передаче газотранспортной сети Узбекистана в собственность или управление российской компанией, подчеркнули в kun.uz.